Всероссийский турнир по хоккею на Кубок главы региона стартует под звуки гимнов России и Ингушетии. На соревнования помимо Ингушской съехались еще 5 юниорских команд из Ставропольского края, Осетии, Чеченской республики и Краснодарского края. С приветственной речью к участникам соревнований и гостям обращается глава республики. Всем спасибо, что приехали. Я надеюсь, что вам первое понравится лед, игра. И здесь, в принципе, главное участие должны победить. Если каждый будет стремиться победить, то хорошая игра. Ну, конечно, здесь надо. Старт дан, шайба на льду. Первыми на лед выходят 2 команды, в каждой из которых по 6 участников, 5 полевых и вратарь. Ингушский РЗ против краснодарских акул. 3 периода по 20 минут. В начале первого тайма хозяева соревнований пропускают шайбу. Первым отличился Тимофей Кудаков. Мне дали передачу, я выбежал 1 на 1 с вратарем и просто я думал, что не забью, но я подбросил верхом и она залетела. Ну, мы каждый день отрабатываем вот эту комбинацию, вот эту, и у нас каждой командой обязательно получается такой гол. Такие сложные комбинации хоккеисты, несмотря на юный возраст, знают, что называется, на зубок. И забитый гол никак не отражается на настрое ингушских орлят. В погоне за шайбой хоккеист умудряется нарушить правила. Команда продолжает игру уже в меньшинстве. Мы не сдаемся, время еще есть, мы думаем, что мы выиграем. А тем временем трибуну заполняют все больше болельщиков. Ахмед Аушев приехал поболеть за своего племянника, который играет в команде РЗ. Хоккей в республике только набирает обороты. Наша команда еще совсем молодая, и у нее еще все впереди, считает Ахмед. Я же дикий набухали, дикхетер, официально турнир делал, нормально набухали, а две команды, ангустяж, в футболе, команда, В перерывах между периодами тренеры делают своего рода инструктаж для поднятия духа молодых хоккеистов. Во втором и третьем периодах краснодарская команда так и продолжает атаковать ворота РЗ. В итоге удача оказалась на стороне гостей. Команда, конечно, наша на сегодняшний день первую игру она выиграла, да, мы ее готовили, и тренера оказали огромную работу с командой, провели, чтобы достойно на этом турнире выступить. Но, конечно, к нам приехали 2 команды очень сильные, которые сегодня выступают на России по СКФО. Это краснодарская команда «Акулы», вот, которая сейчас играет. Эта команда, она еще зародилась лет 8 назад. Олеся Юнусова приехала из Ставропольского края в Ингушетию с одной целью – поболеть за свою сборную команду с говорящим названием «Виктория», в которой нападающим играет ее сын. Правда, в группе поддержки еще и 5-месячная Алина. Пожалуй, такой поддержке позавидует каждый, кто выходит на лед. В семье Юнусовых любовь к хоккею прививают с раннего детства. Турнир очень замечательный. Нам здесь очень нравится, очень гостеприимный. Все команды очень сильные. Надеемся, конечно, на победу, но выиграет сильнейший. Следующими на лед выходят хоккеисты Северной Осетии и 2-й краснодарской команды. В первом же периоде за явным преимуществом отличилась команда Осетии. Счет 8-0. Впрочем, соперники так легко сдаваться не намерены. Но в упорной борьбе отыграться команде так и не удается. 12-0 далеко не в пользу Краснодара. Команды очень хорошие все. И ваша команда подготовлена хорошо, и команда Чеченской республики, Краснодарский край. Они не раз все встречались, поэтому я могу сказать так, что из года в год, из турнира в турнир их уровень растет. И они, во всяком случае, они более развитые, чем их сверстники, те, которые не занимаются спортом. Организаторы на проведении одного турнира останавливаться не собираются. Соревнования по хоккею на Кубок главы республики планируют сделать ежегодным. Впрочем, самые зрелищные поединки на льду еще впереди. Финальные матчи пройдут завтра, тогда и определятся победители турнира. Юсуп Гелесханов, Рахман Цуров, Новости 24.